Возникает вопрос, сколько в мире татар? Конечно, вопрос интересный. Вот вся проблема в том, почему этот вопрос интересен. Вроде бы посмотрел справочник и узнал, сколько татар в мире. Но с татарами такой номер не проходит, ибо татары весьма сложная этническая общность, прошедшая длинный исторический путь, и поэтому с ними возникают ряд необходимых уточнений, а эти уточнения тоже нелегки на самом деле. Вот часто я в Фейсбуке вижу всякие возгласы, что татар сейчас 15 миллионов человек, хотя официальная статистика показывает совершенно другие цифры. Или же возникают разногласия по поводу того, сколько татар в Москве, в нашей столице. Называют цифру 1 000 000 человек. Но официальная статистика далека от этой цифры. Вот поэтому и возникает проблема, все-таки сколько татар в России и в мире. Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, мы должны немножко обратиться к теме о том, как понимали понятие татар в России. Обычно в дореволюционной России под татарами понимали достаточно широкий круг народов, но на самом деле старались применять термин тюрко-татары. Вот во многом путаница возникает из-за этого. Понятие тюрко-татары вообще-то начало широко использоваться в процессе подготовки к переписи 1897 года. Это всеобщая имперская перепись была. И там статистики, которые готовили список народов, увидели, что целый ряд не только вот народов, которых было принято называть татарами, тоже именуют себя татарами или их так именуют соседи. Какие группы имеются в виду? Из алтайских тюрок это северная группа алтайцев современных, хакасов, а также некоторые группы, которые уже были близки к сибирским татарам этнически, но еще сохраняли некоторые свои этнонимы. Это так называемые томские татары, калмаки, юштинцы. Но они были мусульманами и уже сближались с сибирскими татарами. Но кроме них еще татарами были названы в конце XIX века некоторые горские народы, в частности карачаевцы, а также балкарцы. Но мы видим также наименование татарами и азербайджанцев, так называемые азербайджанские татары. Вот эти термины использовались накануне переписи 1997 года, и потом, когда стали сводить материалы переписи в единый знаменатель, то из-за того, что татар не полностью удалось, собственно, татар отдифференцировать от этих групп, которые я назвал, применили понятие тюрко-татары. И вот с тех пор это понятие стало достаточно употребительным, и поэтому даже накануне революции 1917 года татарская интеллигенция, политики использовали такое расширительное употребление термина «татары». При этом имея в виду, что на самом деле подразумевается понятие тюрко-татары. То есть сюда включались и некоторые достаточно многочисленные народы, которые развивались самостоятельным путем. Но хотя в российской науке до сих пор говорят о том, что татарами именовали практически всех тюрок в России, это не так. Я могу сказать, что чуваш не называли татарами, башкир, казахов, киргизов, якутов не именовали татарами. И если так внимательно присмотреться, азербайджанцев фактически тоже татарами не называли. Хотя были случаи, когда их именовали таким образом, но на самом деле ученые, лингвисты знали, что азербайджанцы совершенно самостоятельный народ, это не татары. Но тем не менее такая путаница была, поэтому в материалах переписи 1897 года мы можем найти такое расширительное употребление термина, и, соответственно, конечно, число татар возрастает из-за этого.
Но кроме того, есть еще ряд других вопросов, которые восходят к средневековым реалиям. Прежде всего, я имею в виду достаточно длительную историю наименования татарами многих тюрок, начиная еще с XII-XIII веков. Но наиболее точную характеристику этой ситуации дал знаменитый персидский историк Хулагуитский Рашид-ад-Дин. Он сказал, что татары были очень знаменитым народом, и многие другие тюрки из-за их величия стали себя приписывать к татарам. Вот. И эта традиция фактически сохранилась и в Золотой Орде. Хотя вот сейчас мы часто слышим, особенно у наших друзей казахов, башкир, что татар не было в Средневековье, что это придуманное наименование народа, на национальной стадии, мол, только придумали. На самом деле это не так. И поэтому золотоордынцев практически все соседи именовали татарами. И вот до сих пор нет полного объяснения этому положению. Очень часто говорят, что вот сами-то они себя татарами не называли, а их соседи так именовали. Но смотрите, если все тебя называют татарами, включая европейцев и восточных народов, а твой язык, который ты употребляешь, в Кодекс Куманикус назван татарским языком, татартали, то кто же это народ, который вот в Золотой Орде жил и правил? Я думаю, что это татары, поэтому как-то от этого имени отказываться мы не будем, но будем помнить, что речь идет о средневековых татарах. Вот средневековые татары, как понятие, действительно использовалось для конкретной территории. Это государствообразующий народ Золотой Орды, во многом кочевники, но не только. Потому что в городах тоже проживала достаточно многочисленная группа татар, и мы от них абстрагироваться не можем. Хотя понятно, что в разных регионах Золотой Орды татары, как правящий слой, вовлекали в этнические процессы и другие местные группы. Скажем, в Сибири это иштяки, даже при Урале мы иштяков обнаруживаем. Где-то в Крыму это потомки готов, кипчаков. По Волжье, конечно, это кипчаки тоже, и потом булгары тоже в процесс этнически включились. Поэтому разные группы татар немножко друг от друга отличались, но так как это был такой государствообразующий народ, который мог перемещаться по территории всего государства, то мы везде татар застаем. И, конечно, потом уже, когда вот в процессе развала Золотой Орды возникли татарские ханства, там везде начали складываться свои местные сообщества. Они немножко отличались друг от друга, хотя их господствующий слой, политический господствующий слой, состоявший из клановых групп, он мог перемещаться из одного ханства в другое, и поэтому единство татар из-за этого поддерживалось. Однако этнические процессы пошли таким образом, что мы обнаруживаем, как в восточной части Золотой Орды, это левое крыло Золотой Орды, Кок-Орда, понемножечку кочевые группы стали приобретать самостоятельное именование. Речь идет об общностях, которые сложились в Шибаницкой-Орде, их узбеками начали именовать, а также у казахов, в казахском ханстве и у нагайцев. Вот эти группы как бы отошли от наименования татары, потом уже начиная с XVI века их татарами и перестали называть. Татарами остались группы, тюркские группы Поволжья, Приуралья, Западной Сибири и Крыма. Даже нагайцы обособились как кочевники, и они, начиная с XVI века, уже начинают именоваться вот как особая этническая общность нагайцы, хотя очень часто в русских документах мы еще видим термин «нагайские татаровья». И вот таким образом мы обнаруживаем целый ряд проблем, которые указывают на то, что четко отграничить татар территориально очень сложно. И мы недавно обнаружили, что эта проблема имеет еще совершенно неожиданный оборот. А именно в Афганистане внезапно возникла татарская общность. Татары, которые остались в Афганистане со времен Чагатайского государства, Золотой Орды, то есть с монгольского завоевания,
в Афганистане захотели конституироваться в самостоятельную этническую общность татар, хотя они язык потеряли, иногда говорят по-узбекски, иногда на пушту, может быть и на других языках, но их достаточно много, и они поставили вопрос о том, что они хотят быть татарами, даже обратились к руководству Татарстана, чтобы они поддержали эту идею. Они хотят записаться в Конституцию Афганистана как самостоятельная этническая общность, как татары. Конечно, эти группы, которые разговаривают на других языках, они могут быть татарами только применительно к средневековой татарской общности. И мы сейчас знаем, что точно такие же группы есть еще в Иране, да, не маленькая численность у них, а также в Пакистане и, говорят, даже в Индии есть такие группы. Но у некоторых самосознание выражено четче, у некоторых не так четко. Вот я думаю, что если какие-то из этих групп себя объявят татарами и запишутся таким образом в государственных актах, то мы будем считать, что это часть такой большой группы татарская этническая общность. И тогда нам их придется причислять, когда мы будем подсчеты вести, к татарам. Таким образом, мы видим, что проблема татар достаточно сложная, а там еще есть внутренние проблемы. Вот мы знаем, что в 18-19 веках, даже в начале 20 века при Урале существовали еще такие группы, как мещеряки, типтяри, которых напрямую к татарам трудно приписать. Но, правда, они стали, начиная с 30-х годов, все считаться татарами, и сейчас мы их уже будем считать в составе татар. Таким образом, проблема того, как татар обсчитать, весьма сложная. И вот сейчас, когда мы круг проблем определили, я могу сказать, что мы можем сейчас где-то гипотетически, где-то приблизительно все-таки посмотреть, каким образом росла численность татар в средневековых условиях. Первые данные о татарах, которые жили еще в Центральной Азии, мы застоим у Рашид-ад-Дина. Он говорит, что татар было много, 70 тысяч семей, ну, может быть, это имеется в виду юрты или домовладения. Эти вот татары, жившие близко к Китаю, с которыми потом Чингисхан воевал, это была значительная группа. Если вот мы средневековые реалии восстановим, получается, что если мы будем иметь в виду мужское население и женское, это будет где-то 600-700 тысяч человек, огромное число. Хотя Чингисхан во многом татар погромил, и многих мужчин взрослых даже уничтожил. На самом деле многие татары выжили, и мы знаем, что потом они в составе кипчаков восточных были известны. Из-за этого как раз наименование татары получило распространение. И вот когда уже Золотая Орда образовалась, и там начала формироваться этническая общность, мы даже знаем прямые высказывания источников. Например, при хане Джанибеке есть очень интересный документ, в начальной части которого сказано, что это народ, который поклоняется Магомеду, и потом сказано, что они являются татарами. Это вот венецианский источник итальянский, и видно, что они понимали, с кем имеют дело. И вот во время хана Джанибека, его отца Узбека, мы обнаруживаем где-то 2,5, может быть, 3 миллиона татар, уже вот разделенных на множество кланов. Было где-то, видимо, 92 больших клана, из них основных племен было 17. И вот эти группы, они, как кочевники, были основным ядром золотоордынского народа. Но я уже сказал, что в реальности татары жили в городах, и вот нам очень трудно реконструировать численность городского населения. К сожалению, в литературе вообще нет данных об этом, но видно, что к середине XIV века татар было несколько миллионов человек, и они были разделены на правое и левое крылья. И вот те татары, которые оказались на левом крыле, они потом получили самостоятельное развитие, но на правом крыле осталось достаточно много татар. И вот когда Золотая Орда распалась на составные части, мы можем видеть, что в разных татарских ханствах была значительная по численности татарская часть. Скажем, мы можем при помощи разных подсчетов, используя источники, восстановить численность основных групп, которые жили в Крыму. Скажем, в Крыму
насчитывалось до 200 тысяч татар в XVI веке, но это до присоединения населения Большой Орды к Крыму. Когда Большая Орда завоевала, вернее, Крым завоевал Большую Орду, то численность татар в Крымском ханстве достигла 600 тысяч. Самая большая численность. А в Казанском ханстве численность татар была где-то 150, может быть, 200 тысяч человек в XVI веке. В Астраханском ханстве, который в одно время был составной частью Большой Орды, в лучшие времена было 100 тысяч татар. А вот в Сибирском ханстве татар было не так много, где-то по разным подсчетам до 50 тысяч человек. Но надо иметь в виду, что пока Шибанинская Орда находилась в Приурале в Западной Сибири, а эта Орда ушла только в начале XVI века в Среднюю Азию, там население было значительно больше, где-то до 350 тысяч человек, может быть. Вот те ушедшие татары, фактически сибирские татары или тюменские татары, они себя стали называть узбеками и потом вошли в состав узбеков. Как-то они были потеряны для татарского этноса в дальнейшем. И вот на Ногайской Орде кочевой части во время усиления могущества ногайцев насчитывалось от 700 тысяч до 1 миллиона человек. Но эта группа была состояла из племенных образований, и во время распада Ногайской Орды под воздействием калмыков многие ногайцы ушли в казахские степи, стали составной частью казахов. Фактически вся западная часть казахского этноса состоит из бывших ногайских татар. Они для татарского этноса тоже были потеряны. Вот очень интересно, куда исчезло население Астраханского ханства, потому что в начале 17 века мы там имеем где-то 7 тысяч татар только. Я думаю, что при русском завоевании астраханские татары просто ушли в казахские степи и тоже вошли в состав казахов. Может быть, ушли к харизмийцам и стали составной частью харизмийских узбеков. Судя по племенному составу, такое вполне возможно. Не очень большое число было в составе Касимского ханства татар. Там максимальная численность татар где-то 40, ну, может быть, 50 тысяч человек могло быть. Это включая все группы татар, которые в том числе и напрямую не относились к Касимскому ханству, а были остатком Ногайской Орды. Но позже из них вот возникли татары-мишари и касимские татары. И в итоге мы сейчас можем сказать, что к началу XVIII века на территории России, Крым, как известно, не вошел еще в это время в состав России, насчитывалось где-то около 300 тысяч татар. В основном наиболее мощную группу составляли татары Поволжья. Их численность приближалась к 200 тысячам человек. А вот крымские татары пока в состав России не вошли, но в конце XVIII века они вошли в состав татарской общности России. В результате вот этих операций Российской империи против Крыма, фактически в конце XVIII века крымские татары вошли в состав России, и тогда уже общая численность татар в России достигла где-то 800 тысяч человек. Значительно по численности группа. И, к сожалению, в процессе присоединения Крыма к России часть крымских татар ушла из России. Они ушли в Буджакской степи и в составе Румынии потом оказались. Некоторые группы довольно значительно ушли в Турцию еще в конце XVIII века. А вот оставшиеся группы, начиная с XIX века, стали стабильно развиваться демографически. И постепенно мы видим, каким образом численность татар увеличивалась. XIX век был достаточно благоприятным для развития численности татар, для роста. И мы уже в конце XIX века фактически видим значительно по численности татарскую группу. Скажем, к переписи 1897 года в России насчитывалось 2,5 миллиона татар. Это включая крымских. Но насчет крымских татар надо сказать, что во время Крымской войны, после 1856 года, практически половина крымских татар из Крыма ушла в Турцию. Поэтому крымские татары численно стали не очень большой группой. И потом они испытали еще ряд потрясений. В результате численность крымских татар
и в Советском Союзе была не очень большой. Но вот я могу сказать, что из-за того, что мы хорошо представляем всю динамику численности татар, собственно татар, для конца XIX века, в XX веке мы можем сказать, что никаких таких 15-миллионных групп татар в России не обнаруживается. Вот я сказал, что в конце XIX века татар в России насчитывалось 2,5 миллиона человек. А к 1912 году численность татар достигла 3 миллионов 300 тысяч человек. И вот после этого, конечно, случились некоторые демографические катастрофы, гражданская война, Первая мировая война, гражданская война, потом голод 21 года. Надо прямо сказать, что во время голода 21 года очень много татар погибло. Жертвы, я думаю, что было где-то 200 тысяч человек татар потеряли. Это примерно равняется потерям татар во время Великой Отечественной войны. И в результате, хотя численность татар росла в Советском Союзе, но не так быстро. Поэтому вот по переписи 1926 года татар было 3 миллиона 300 с лишним тысяч человек. Правда, к 1959 году ситуация выправилась, и мы имеем уже почти 5 миллионов человек по переписи 1959 года. Но здесь надо особо сказать, что из-за того, что крымских татар отправили в ссылку фактически, депортировали, крымских татар в 50-х, 70-х, 80-х годах отдельно не считали, их считали в общем составе татар. Поэтому очень трудно представить конкретную численность крымских татар в это время. Но я думаю, что где-то численность крымских татар в 50-х, 60-х, 70-х годах насчитывала где-то 350-400 тысяч человек. Возможно. Точная численность, конечно, пока неизвестна, но уже демографы примерно подсчитали, и я думаю, что это правильные цифры. И вот самые крупные по численности демографический вес, который татары достигли, это 1989 год. Последний раз татар сосчитали в составе Советского Союза как единую общность. Тогда татары дали численность почти 7 миллионов человек. 6 миллионов 920 тысяч человек. Из них, конечно, частично, я уже сказал, были крымские татары. Хотя крымских татар полностью во время этой переписи отдифференцировать не удалось от общей массы, но где-то тогда в этой численности около 300 тысяч человек, может быть, были крымскими татарами. В результате значительных изменений, которые произошли после того, как Советский Союз распался, татары оказались разделенными во многих государствах. И мы сейчас можем сказать, что в современной Российской Федерации татар во время переписи 2002 года было зафиксировано 5,5 миллионов человек. Где-то 700 тысяч татар оказались в зарубежных странах, в основном в странах Средней Азии. Наиболее крупная группа татар оказались в Узбекистане и в Казахстане, но в это время еще крымские татары были подсчитаны отдельно в рамках Украины, а те, которые крымские татары не уехали из Средней Азии, они оказались в общей численности татар. В итоге мы сейчас можем сказать, что наиболее крупные группы татар, 5,5 миллионов человек, были зафиксированы в Российской Федерации, а остальные группы, наша диаспора, она в основном проживает в странах Средней Азии. Наиболее крупная группа, я уже сказал, в Казахстане и Узбекистане. Там где-то 250-300 тысяч человек в каждой из этих республик. Но более малочисленная группа в других государствах. Сейчас у татар уже есть и зарубежная диаспора. Наиболее крупная группа татар из зарубежной диаспоры, конечно, сейчас находится в европейских странах. В европейских странах сейчас татарская диаспора насчитывает от 70 до 100 тысяч человек. Как я уже сказал, татары много раз переселялись, крымские, в Турцию. И в итоге ситуация в Турции такая. Там в этническом плане крымские татары не выделяются, потому что язык у них очень похож на турецкий язык. Но разные подсчеты показывают, что в Турции могут быть от 2 до 4 миллионов
татар, которые себя сейчас идентифицируют во многом как турок. Потому что в Турции этнический состав определяется по гражданству. Там все турки фактически. И вот из-за этого мы с большим трудом можем подсчитать общую численность татар всего мира. Я думаю, что вот если учитывать разные группы татар, тех, которые вот в Турции на стадии ассимиляции находятся, или тех татар, которые проживают в разных странах, в Иране, в Афганистане, в Пакистане, в Индии, у которых не совсем четко проявлено этническое самосознание, то группы татарского происхождения могут достичь по численности 10, а то и 11 миллионов человек. Это достаточно большая цифра, но основное ядро татар находится в России. Как я уже сказал, их вот насчитывается 5,5 миллионов человек. Правда, некоторая часть этих татар до сих пор считается башкирами в результате нарушения переписи 2002 года. Но есть группа, вот, диаспоральная группа татар в Средней Азии, которых там насчитывается где-то сейчас около полумиллиона человек. Они тесно связаны с татарами по Волжье прежде всего, хотя Крым в их составе тоже есть. И вот поэтому мы можем считать, что, собственно, российских татар и этнически близких им групп сейчас может быть численно где-то 6 с лишним миллионов человек. Это тоже не маленькая численность, но ядро, как уже было сказано, находится в Российской Федерации. Таким образом, если мы внимательно просмотрим все данные, которые имеются о демографии татар, то мы увидим, что никаких 15 миллионов татар нет. Есть меньшая по численности татарская общность, но на самом деле ядровая часть татар значительно меньше. И, конечно, я могу сразу успокоить сородичей, в Москве никаких миллионных групп татар нет. Это на самом деле, скорее всего, численность мусульманского населения. Она, правда, может быть и больше. Поэтому относительно численности татар в Москве мы имеем достаточно достоверные данные статистических органов. Хотя при этом мы тоже не должны забывать, что в крупных городах, по данным ученых, где-то треть населения не переписывается. Я думаю, к татарам тоже относятся. Поэтому, на мой взгляд, если иметь в виду вот эту специфику переписных кампаний и подведения итогов, мы все-таки можем иметь в России численность татар несколько больше, чем это дает статистика. Ну, может быть, где-то 6,5 миллионов человек российских татар, наверное, насчитывается. Но вот скоро грядет новая перепись, и если все татары запишутся татарами, мы увидим, какая наша реальная численность по последней переписи.